шкалыщик хагыла хтахуп, и вышел проект как хавуи капоп, выехал ахцаш лесу, я хотел хайпших взял шабик мешахпан, Раша не далась движды, так что он шаг сахар подаду, единственное бибешка, что схапал здесь, ханаш, хдинчва, خلص حتيتشا يا بس يخا يخبلا حشو عاي بشردو ناخذ شردو يا ولد الصبي بلا شرزن من البيتون كلا يخبلا حشو يتبو بوصرة يستشكل يشكل يستشكل وصفويت خمبدا أبسشلو أخانا سرطان الزمن شلو وصفلا بكل يلشوي بلدحتو أساس بغدان Владимир Пшинов Абрадову أجح قبالوت رشام شباح قبل الخنزة أنا بسن زخشك زخشك نجوبك حبساي تحت أنا بسن يستخوي بان الحاجيل شوي وساج يحطي بس يخيل شجرة أيوة مكان تحت الحوف وبس جل جل يخبي حي شجرة زبوب شجرويش репатриации, демографии, хам тезби, что ты хорошо, уяцу проблема па, уяцу отсвонта па, а как ты замкнула. А жизнь от стопу, твоих царь, царавы, важные вопросы, в рамках типа умба. Спасибо. Добрый день. Сегодняшний день 21 мая – это день великой скорби и печали для кавказских народов, которые вели антиколониальную войну за свою свободу, защиту своей родины. В результате российско-кавказской войны, как вы знаете, наши народы оказались на грани физического уничтожения. Один народ практически полностью был уничтожен. Более 90% абхазов, адыгов было изгнано насильственно со своей территории в пределы Османской империи. Сохранявшаяся на протяжении тысячелетия абхазская государственность в XIX веке полностью, вот этот тот национальный государственный организм абхазского народа полностью был разрушен. А оставшиеся 10-15% абхазов на израненной родине были разбросаны, рассеяны по ущельям, горным ущельям. И у себя на родине Абхазии оказались изгои. То есть вы прекрасно знаете. В 1992 году Кабардино-Балкария, парламент Кабардино-Балкария, в 1997 году парламент Республики Абхазия приняли постановление, согласно которому истребление, насильственное изгнание абхазов и, соответственно, черкесов было признано геноцидом, то есть тягчайшим преступлением против человечества. Да, наши народы пережили геноцид, но мы выжили. Выжили, потому что не склонились, не подчинились, не преклонили свои колени, потому что продолжили борьбу за свою свободу, за свою независимость. Форма борьбы принимала любой характер, защита чести и достоинства как отдельной личности, так и всего народа в целом. То есть одно из основных принципов наших принципов Апсуара, принципов Хабзе, это честь и достоинство превыше жизни. Благодаря этому наши народы, где бы они ни проживали, на исторические родины, или проживают на чужбине, знамя чести нации не только владели, но подняли еще высоко. И усилили и укрепили национальный дух, благодаря этой борьбе, благодаря которому мы сегодня имеем независимую свободную республику Абхазия. И сегодня, в тот период, когда абхазское государство создавалось, вы все здесь
знаете, именно в самый тяжелый период войны, меня после нашего выступления было принято решение о создании комитета по репатриации, по возвращению наших изгнанных, потом наших изгнанников на историческую родину. То есть это одно из показателей того, что одна из самых главных целей вообще становления нашего государства – это собрание на территории Абхазии разделенного абхазского народа. Это возвращение потомков наших изгнанников. Пока мы это не сделаем, пока мы не возвратим, рана на теле Абхазии не заживет. И сегодня каждому ясно, что без возвращения наших потомков, наших изгнанников на историческую родину, говорит о становлении и укреплении абхазского государства, нет надобности. Не только речь идет об абхазской государственности. Если мы сегодня, исходя из внутренней ситуации в стране Абхазии и вокруг нашей геополитической ситуации, если мы часть Абхазию не возвратим, будущего абхазского народа как единого целого под вопросом, и ситуация, то тенденции, которые идут, показывает, что будущего у нас не будет, если мы этого не сделаем. Я не хочу, безусловно, смущать краски и так далее. Все это прекрасно понимаете, что то, что сегодня происходит, мы сегодня видим определенное, да, вот осознанно, неосознанно, умышленно, там, непонимание и так далее, препятствия, да, возвращению абхазов на историческую родину сегодня, Республику Абхазию, это есть продолжение геноцида. Это отказ абхазского народа права на жизнь. То есть вот мы сегодня, тогда вот в абхазском государстве создали это государство, как первый же указ, который приняли, который на репатриации 30 лет прошел. Каковы результаты? Что мы сделали? То есть мы можем говорить сегодня, да, уже посчитал, где-то 4,5, ну, пускай даже будет около 5000 репатриантов, которые возвращены за 30 лет. Какое количество представителей иных этнических групп за эти 30 лет заехало, механически заехало, проживают здесь? Сегодня что происходит? Происходит незаконное, неконтролируемое массовое заселение Абхазии иностранными гражданами. У нас есть миграционная служба, у нас есть пограничная служба. Вы когда-нибудь, где-нибудь, когда переходите границу, видели, что идет учет заезжающих иностранных граждан? Кто-нибудь фиксирует, кто когда заехал? Кто-нибудь фиксирует, когда заехал? Кто? Абсолютно бесконтрольное заселение. То есть и в этих условиях, когда приезжают, мы видим представители диаспоры, вот, ну как и диаспоры, это потомки изгнанников, которые по нашим законам являются гражданами Республики Абхазия. Где бы он ни находился, он гражданин Республики Абхазия, это наша конституция. Но когда-нибудь, знаете, им надо сразу же давать паспорта. Учет идет, какое количество идет, наши представители, значит, Абхазия, Абхазин, которые сюда приезжают, создают бюрократические, значит, препоны уже для выдачи паспортов. Не только для выдачи, те, которые имели Абхазины, у них отнимают гражданство под выдуманными предлогами. Понимаете? То есть иностранные граждане, не абхазские этнические принадлежности, то есть они бесконтрольно заселяют Абхазию, а вот именно Абхазии и абазины, которые приезжают, за ними идет серьезная слежка, то есть их выясняют, кто они такие, значит, по количеству знают, где он находится, что он, чем он занимается. Ну, здесь очень много вопросов возникает, а естественно, возникает Абхазия государство для кого строит? Какое государство он строит? Какова цель этого государства? Вопрос, который, значит, да, ответ может быть разный, но мы должны выяснить причину, почему так случилось. Почему
как? Вот 30 лет мы не можем. Почему абхазская диаспора приезжает сюда, наше общество отталкивает? Если мы вот, да не просто сейчас, да, вот когда вот то, что я сейчас говорю, мы эти вопросы ставим. Когда говорят, что у нас программы нет, когда у нас говорят, что дорожный камень, это все ложь, есть все. Программы не представляют. Любой власти, которые позапрошлой власти, прошлой власти и нынешней власти, программы дорожных, мы проводили научные конференции, международные научные конференции, круглые международные, принимали резолюции, дорожную карту предлагали, но никакой реакции со стороны власти. Да? Что происходит? Что я сейчас, есть определенные, это, да, сейчас, если я не хочу в эту сторону сейчас уходить, я хотел бы, если, ну, это многократно мы предлагали, вот, да, с Стадием комитета по репатриации Владимира Харазия, а мы обратились, еще тогда был, жил под Сатала Шоу Тимура Ачула. Мы предложили создание хотя бы отдела, научного отдела по исследованию диаспоры, исследованию абхазского общества, значит, какие культурные различия, какие политические мышления там и так далее, для того, чтобы изучить, научно изучить, значит, наше взаимодействие. Ничего не было сделано. Мы обратились даже к коммерсантам, мы даже обратились, мы написали специальное предложение, проект Абхазо-Базитскому конгрессу, чтобы при Абхазо-Базитском конгрессе можно было создать некоммерческий институт диаспоры, научно-исследовательский, некоммерческий, для того, чтобы исследовать. Мы ничего не знаем, что в диаспоре происходит, там, чтобы здесь почему наше общество вас не поднимает, мы ничего не знаем. То есть ничего никакого, то есть исследование в этом направлении не ведется. Ну, а здесь очень много аспектов, просто я хотел, значит, единственный аспект, сказал, что одной из самых главных причин то, что здесь, почему мы не воспринимаем, почему здесь мало приезжают, то есть нет такого желания приезжать, а Абхазии нету абхазоязычного культурного пространства. Абхазского культурного пространства в Абхазии нет. Культурное пространство разорвано. Я не говорю о том, что этнические группы, которые здесь проживают с естественной конца второй половины 19 века, они разорвали наше культурное пространство, да, физическое, демографическое разорвано. Да? Ну, у нас нет ни духовного, значит, единого пространства, и нет культурного пространства. А для того, чтобы государство, то есть что мы должны делать? Человек, прежде чем сюда должен приехать, он осознанно должен быть в Абхазии. Он должен, всегда должна произойти духовная репатриация. То есть что это означает? Это означает, что мы должны создать абхазоцентричное мировоззрение. Здесь мировоззрение. Мы должны сказать, что Абхазия – это центр абхазского культурного мира. Там, где бьется сердце Абхазии, здесь абхазский национальный дух. Очаг абхазского национального духа. Это должно происходить как единое культурное пространство на территории Абхазии. Есть ли у нас это здесь? Как это ни странно, сегодня в абхазском государстве наиболее ущемленный кто? Носитель абхазского языка, абхазский культуры. Человек только с абхазским языком, с носителем абхазского языка, который следует этикету Апсура, он не сможет жить сегодня в Абхазии. Да как такое могло случиться? Понимаете? То есть случилось это, у меня есть, например, ответ, чего, и писал об этом, и говорил об этом, просто мы еще не начали строить абхазское государство. И начали восстанавливать абхазскую государственность. Мы продолжаем строить вот этот, как его, советские автономные республики. Советские, то есть мы же считаем, что мы как бы, да, вот, продолжение, это очень важный момент здесь, вот чисто вот мировоззренческий, идеологический, мы априори считаем, что мы являемся продолжателями абхазской государственности советской. При этом, если мы так считаем, это наше мировоззрение, вместо абхазской диаспоры здесь нет. Понимаете? Мы не советскую, если вот советская абхазская государственность, наша государственность была, против кого и чего было направлено абхазское национально-освободительное движение? Понимаете?
Если Абхазия государственная, советская Абхазия была абхазской государственностью, главная цель Советского Союза, коммунистической партии в чем заключалась? Ассимиляция всех народов, создание советского народа, единого советского народа, русскоязычного, ну, не русского, и русский народ тоже должен был ассимилировать, единого такого гибридного народа. Сегодня что у нас происходит? Многонациональный народ Абхазии, что это такое? То есть мы сегодня продолжаем на территории Абхазии, как отдельно взятой по советской страны, строим, создавать гибридный какой-то многонациональный народ Абхазии. Там он будет русскоязычный, на основе русской православной культуры. Вот то, что сегодня мы делаем. Там нет места абхазской культуры. Нет, там нет места носителей абхазского менталитета. У нас даже сегодня есть специальная общественная организация и уже государство, которое это делает. Создает она или не создает. То есть общественный там, Конгресс народов Абхазии, они додумали, что надо квоты создать этническую группу, но они не додумали, что надо создать квоты для абхазских репатриантов, которые здесь живут. Понимаете? То есть это серьезная проблема, которая сегодня перед нами стоит. Мы отдельно репатриацию проблему мы не сможем решить. Мы должны решить проблему абхазской государственности. И сегодня, и у нас время, кстати, очень мало времени для того, чтобы начать восстанавливать абхазскую государственность. Потому что тенденции, которые сегодня идут, очень опасны для нас. Потом я просил бы не путать репатриацию с демографией. Мы когда конференцию сделали, там один из пунктов было создание, поднятие комитета репатриации до уровня министерства. Но мы даже вице-премьер, что министр репатриации был вице-премьером, чтобы он мог влиять на всех министров. Когда при Хаджем был вот единственный пункт, который они сделали. И как только новая власть ничего не объясняет, почему, сделали еще добавили демографию. Тоже не настоящий. Потому что тогда возникает вопрос, мы что для демографии хотим, чтобы переселили сюда. А если у нас было бы миллион здесь, если 90% Абхазии проживают в Абхазии, они что, не должны были возвращаться сюда? Это подход неправильный, это разные плоскости. Да, когда они прибудут, у нас будет резкий скачок развития абхазского языка, скачок развития культуры, скачок абхазского народа. Развитие пойдет, как только хотя бы 10-15 тысяч, если вернутся. Но не для демографических проблем. Они здесь, они на историческую родину возвращаются в восстановление. То есть любой народ, который насильственно был изгнан, он имеет право через 200-300 лет возвратить и получить свой. И мы, здесь просто я не хочу быть многословным, больше там проблем много. Просто я очень благодарен, вот, что сегодня, вот именно день, здесь друзей, да, вот, что вы молодые ребята, вы очень серьезно относитесь к этой проблеме. Надежда теперь на вас. На вас надежда, да, для того, чтобы это на новом качестве, новом уровне вот этой проблемы мы могли начать решать. Спасибо, я, наверное, многословен. Нет, все было. С халифом начни, с халифом. Ja, Jöningis. Adjun zaragat fi haytahon. Hajla, yurtahu hadiyu. Abi hadiyu hatushu. Skishu sahas. Avrum yoma, jamur yoma. Kürtü yoma, agirvu yoma. Şaraşaka pahazalus yoma. Yatahu kızatru. Ahdır ya jıhribetr. Ушна такого прижит памяти, вряжа шахслова. И хау гиланса, а то мила пряжа рынаса. А ушна хашни. Выра начки. А хдыра зацах и цель. Обрезыгана. И мать шарда, телевидение, бабу, планету, паре опаха. Ехал по интернету писать. Живана гроша, ажила рахдыра штыш. Шипхавичан. Он яшел, как его шадзон.
Насихат ямш дарба абсуд. Уйги алхамласу пішов. Із банда. Саздает уйпсы саскис дизбан. А варджири чаучу им сеплой. Сам разнакала так хасы. Андер невежество. Андер газаран шейтаимза. Ахдеран фаратиша. Извини, что так говорилось. Все хорошо. А я говорю, что сразу. Ираеш. Нцамтуқәак ҟасҵеит, аха сықәгылара усҟан иқәгылаз рацәахан, сара сықәымгылаӡеит, убри санҵамтуқәак сгәаанагарақәак иахьа абра исҳәарц сҭахуп. Ҳажәлар азқьышықәсақәа ирылган доуҳала еихаҳауа, имырӡкәаны ихьанӡа иааргеит аԥсуа хдырра. Аԥсуа хдырра иузаҟәымхо иагәҭакуп аԥсуа бызшәа. Аԥсуа хдырреи аԥсуа бызшәеи рыҟазаара ԥсыс ирхоуп аԥсуа жәлар. Абриоуп изыбзоуроу иахьатәи аԥсуа ҳәынҭқаррагьы. Аԥсуа доуҳатә хдырреи аԥсуа бызшәа дунеи иахьа уажәраанӡа атәымдгьылаҿы еиқәнархеит азежәтәи шәышықәсақәа рзы зыԥсадгьыл мчыла иахырҵаз аԥсуа жәлар, адиаспора ҳәа ҳзышьҭоу. Иахьа ҳара ҳажәларны ҳшьақәзыргылоу ихадоу абарҭ аилкаарақәа аԥсуа ҳәынҭқарра ауп изыхьчаша. Зыԥсадгьылаҿ иҟоу аԥсуаа хыԥхьаӡарала акырынтә иҳаиҳау атәымџьара еиҳарак Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа. Урҭ рыԥсадгьыл ахь рхьарԥшреи ҳажәлар реидкылареи хықәкыс иҟаҵаны аибашьра анцоз зегьы шәиԥшьын ижәаха шықәсазы март ижәыхқәа аҽны Владислав Арӡынба иаԥиҵеит аԥсадгьыл ахь ахынҳәраз аҳәынҭқарратә комитет. Ари еиԥш иҟаз аидеиа ҳаԥсуа жәлар еснагь иазхәыцуан, аха уаанӡа ус еиԥш аҭагылазаашьа ҟамлаӡацызт. Дырмит Гәлиа иҩуан Аԥсны аӡәы заҵәыкгьы днымхаӡеит зашьцәа Мҳаџьыра иамгаз ҳәа. Урҭ рырхынҳәра иазкыз азҵаарақәа раԥхьаӡатәи аԥсуа газеҭ Аԥсны адаҟьақәа рҿ лассы-лассы иалацәажәон. Иҟоуп агәаанагара ҳауаажәлар рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәра аусқәа хҭыгәхьаз ирҭеит ҳәа Нестор Лакобагьы. Асовет аамҭазы адиаспоратә еилазаарақәа ҳара иҳаман аҷаратәи автономтә республикаҿы Баҭым. Урҭ уажәшьҭа рыхдырреи рбызшәеи атәы аҳәара уадаҩуп. Иаҳа еиҳау адиаспоратә гәыԥқәа еиқәханы иҟоуп Ҭырқәтәылеи Сириеи. Аибашьра ашьҭахь аԥсадгьыл ахь архынҳәраз аҳәынҭқарратә еилакеит аԥсуа интеллигенциа рыбзоурала урҭ атәылақәа рҿы инхо аԥсуаа рыԥсадгьыли дареи реигәныҩразы имаҷымкәан аусмҩаԥгатәқәа ҟарҵахьан. Иахьа жәанызқьҩык инареиҳаны Аԥсны атәылауаҩра рыдыркылахьеит. Зеиԥшыҟам хҭысуп шәышықәсала зтәыла гәакьа иаҟәыганы атәымдгьылаҿ инхо аԥсуа хылҵышьҭрақәа Аԥсны атәылауаҩра рзырхынҳәра. Уи аҵак ду амоуп ҭоурыхла аԥсуа ихдырра ашьақәыргыларазы. Аха урҭ реиҳарак Аԥснанҭыҵ иаанхоит иахьазы. Рыԥсадгьылаҿ нхарҭа ҭыԥс иҟарҵеит ҩнызқьҩык маҷк инареиҳаны. Ҳәарас иҭахузеи урҭ рхыԥхьаӡара акыр иаҳахар ауан. Ҳара ҳахшыҩ еилаҵаны ари азҵаара ишыстратегиатәу дырны иҵегь ҳахаҵгыланы ҳҽеидкыланы аус ҳазусҭеит. Иҟоуп зышьҭахьҟа ихынҳәызгьы, иаҳзаанымкылазгьы.
Урҭ ирзынархо амзызқәа даара ирацәоуп, аҭоурых, абызшәатә, апсихологиатә, адинхаҵаратә факторқәа ирыцҳалоуп. Еиҳарак зхыԥхьаӡара рацәоу аԥсуа диаспора Ҭырқәтәыла иҟоуп. Урҭ ахьынхо ақалақьқәа, араионқәа рҿы еиҿкаауп аԥсуа дырнеқьшәа изышьҭоу акультуратә хәышҭаарақәа, аԥсуа хеидкылақәа. Дареи ҳареи ҳаимадарақәа ԥкым, аха макьана ишахәҭоу еиԥш еиҿкаара ҳамам. Ишахәҭоу еиқәыршәам аԥсадгьыл ахьахынҳәа анагӡаразы изықәныҟәо апрограмма. Аԥсныҟа ихынҳәыз арепатриантцәа аԥсуа бызшәа дырҵаразы иҭышәынтәалоу курсқәа иҟаҵам. Иҟам абызшәа дырҵаразы иҟам адаптациатә процесс иацхраауа усмҩаԥгатәқәагьы. Арепатриантцәа ирзоушьҭоу хәышықәсатәи астатус аҩныҵҟа ицәгьамбзам хылаԥшра рзыруазар, хәышықәса нҵәалак шәыстатус нҵәеит ҳәа ус рхы ианарыжьуеит. Урҭ изыҩноу ауадақәагьы аԥхынтәи аԥсшьаратә сезон анаалак, дара рыԥшәмацәа идәылырцоит. Абас еиԥш иҟоуп иахьатәи аамҭазы арепатриациа ҳәа ҳзышьҭоу аусура. Сара шәсызҵаауазар, уи иахьа ишахәҭоу аус ауам. Ҳҳәынҭқарраҿы зегь раасҭазҵазкуа ҳара ҳаиқәзырхо азҵаара шакәугьы. Даҽаканкахьала ҳахәаԥшуазар, арепатриантцәа анхарҭақәа зегьы ирыҭоуп. Измам ҳәаӡәгьы дыҟам, урҭ анхарҭақәа ирызрыцҳаӡам ҳәа ажәларҿы абас еиԥш иҟоу гәаанагара иҟоу аҭыԥантәи ауааԥсыреи дареи еиҿанаргылоит. Абри азҵаарагьы ишаҳбо еиԥш инагӡаны иҭӡам. Ииашаҵәҟьаны аԥсадгьыл ахынҳәра апроцесс иахьа игәыгәҭажьны иҟоуп. Еижәаба шықәса ирылагӡан зыԥсадгьыл ахь ихынҳәыз рхыԥхьаӡара ҩнызқьҩгьы реиҳаӡам. Урҭгьы шамахамзар зхала ихынҳәыз роуп, мамзар ҳара иааҳгаз ҳәа аӡәгьы дыҟаӡам. Аԥсуа диаспора апроблемақәа аус рыдулара хымԥадатәиуп ҳажәлар рыԥсҭазаараҟны. Аԥсуаа жәларыкны ҳаҟалара, ҳаизҳара ҳаԥхьаҟатәи ҳдунеи гарантс иамоуп. Арҭ азҵаарақәа наукалагьы практикалагьы иацныҟәатәуп. Аԥсны иҭацәны иаанхом адгьылқәа уи еилкаау усуп. Аха изаҳҭахузеи ҳара ҳагьаԥшәымамкәан, ҳагьсасымкәан, ҳаԥсуа хдырра ахьыҟам, аԥсуа бызшәа ахьықәҩуа атәыла. Я всех приветствую. В этот день, 21 мая, мы все прекрасно знаем, что нас всех объединяет. Когда мы говорим репатриация, потом как многих таких слов у нас как бы набор слов у нас появляется. Мы до конца на сегодняшний день не только абхазское общество, но и весь Кавказ не понял, что произошло на самом деле. Если бы понимали, я думаю, весь Кавказ бы приложил бы больше усилий для того, чтобы становление Абхазии продолжалось в правильном темпе. Но сегодня как бы многие кавказские республики ревностно относятся. Может быть, в хорошем понимании, кто-то в плохом понимании относится. Больше, скажем, друг друга в чем-то обвинять начинают, но не понимают ту горечь, которую прошел сам народ Абхазии.
Абхазске, именно, скажем, Кавказскую войну, становление советской власти, коммунизм, грузино-абхазский конфликт, это все, это никакой реабилитации у народа не было, в принципе, по большому счету. Я немного, может быть, буду грубоват, но я хочу обратить внимание на турецкая диаспора до конца не понимает своей значимости для Абхазии. Если, например, здесь многие свидетели того, что происходило, для того, чтобы сорганизовать, обозначить диаспору Кабардино-Балкарии, Надо перезвонить. что мы прошли, какие у нас были, скажем, подъемы, падения, как бы сегодняшняя реалити, это очень сложный процесс, прессинг, так сказать. То у турецкой диаспоры, я думаю, в принципе, больше возможностей, чем, скажем, препятствий для того, чтобы возвращаться на территорию Абхазии. Как вот Гурам уважаемый сказал, на самом деле общество такое столкновение, и мы до конца не понимаем, почему мы сталкиваемся, почему мы общий язык не понимаем. Потому что я лично считаю это, потому что мы собираемся, а общих делов не обсуждаем, общих проблем не решаем. Ни на каком уровне, абсолютно. Хотя комитет по репатриации, да, я застал практически всех руководителей комитета по репатриации, но тоже не хочется всех, как бы, палки на них, сбрасывать все проблемы на репатриацию, потому что репатриация, комитет по репатриации? Это налоги государства, налогоплательщиков, простой народ, который оплачивает своих налогов, фонд вкладывает, и ни репатрианты, ни потомки махаджиров, которые в будущем как бы могут быть репатриантами, они не сам народ, который платит налоги, никто, в принципе, не приходит и не говорит, а в чем дело, почему такая, скажем, по-школьному не успеваем, хотя здесь есть люди, которые были у основ этого комитета по репатриации, кто именно этот институт создавал, для чего создавал. Там же все как-то элементарно, устав, цели, задачи, все прописано. Никаких проблем нету. Проблемы в нас. Где-то мы молчим, где-то мы боимся, где-то мы не понимаем. Я вот считаю, лично я считаю, что мы можем много-много-много друг другу предъявлять, но это надо, наоборот, просто взять, убрать и посмотреть на историю, которая вместе с нашей историей проходит во всем мире. Та история, глобальная, мировая история, которая происходит. И в Кавказскую войну, что происходило, и в грузино-абхазский конфликт, и сегодня что происходит. Из этого надо делать выводы. Нас весь мир знает как мудрый народ. Нас все классики описывали, как восхищались нами. Сегодня что-то, какой-то сбой произошел. Значит, надо встать, подумать, осознать. Вот такие мероприятия нельзя заканчивать там. Поговорили о больном, разошлись. Нет, надо какие-то ставить цели, задачи. Если какой-то институт не справляется с этим, может быть, рядом стать, может быть, курировать, может быть, новую параллельно создавать. Пока вот есть наши старшие, которые конкретно нам указывают на эти, мы, может быть, идеологически не так подготовлены, но у нас есть желание, чтобы репатриация все-таки была на самом деле. Вы перед нами, вот Гурам сказал, это много-много-много-много плюсов. Это экономика, инвестиции, физический труд, профессионалы приедут. Тут очень много может огромные плюсы. Мы где-то ходим там, что-то ищем непонятно, когда вот здесь у нас свое есть. Вот это надо делать. И
просьба к организаторам, было бы неплохо, чтобы какие-то приоритеты все-таки выставили, в конце концов. К чему-то общему пришли, друг к другу где-то подвинулись, уступили, на бумаге зафиксировали что-то, хотя бы один-два направления, которые мы можем на самом деле озвучить и уже дальше курировать, проверять, сами выдвигать, продвигать, это хотя бы один-два вопроса. Если мы этого не можем делать, я думаю, и смысла вообще в этом всем нет никакого. Потому что глобализация и тому подобное, мы просто, знаете, как жернова. В жерновах выходит нам мелкий помол, а бывает крупный помол. И не нам это молоть эти жернова. Мы так помол, просто кто-то крупный, и так и уходит в небытие. А кто-то мелкий помол. Вот сами давайте будем выбирать, мы мелкий помол все-таки или крупный помол. Пожалуйста, если можно будет, какую-нибудь конкретную задачу поставить, проголосовать, может даже на бумаге, лично я подпишу, если будет критика будет и как общественность, и как репатриации тоже я советником являюсь, руководителем. И больше чем уверен, что если будет конкретика, и наш руководитель, и сегодняшняя команда поддержит нас. И мы должны все сделать для того, чтобы они поддержали. А может быть и мы их поддержим. Как бы так. Давайте все-таки что-то в конце концов решать конкретно. Предложить надо. Принятого акта от парламента. Дело происходило в 1997 году. Все, что мы говорим, все вопросы, по-моему, все ответы в одном документе собраны, текст которого напрочь сейчас просто любого из нас никто не помнит. Небольшая справка, 1997 год такой был напряженный, по-своему тяжелый. Комитет был создан уже 4 года как, год войны, 93-й пришлось отдельно еще принимать вот это так, наполняющий смыслом, мне кажется, комитет репатриации. Что касается самого названия комитет репатриации, если мы чуть углубимся в историю этого слова, это фактически восстановление в гражданстве. А здесь, как бы правильно все говорили, речь идет о возвращении домой. Совершенно такая холодная формулировка, не отражающего идейно-эмоционального смысла того, что надо сделать. Теперь, если вы позволите, быстро прочту. Очень интересно будет. Документ называется «Об акте депортации абхазов Абаза в 19 веке. Колониальная политика Российской империи в годы русско-кавказской войны 1817-1864 года и последующие периоды нанесли абхазскому Абаза народу и его генофонду непоправимый урон. За участие в борьбе за свободу и независимость своей страны часто была физически истреблена. 80% из уцелевших были изгнаны в Османскую империю. В результате войны неоднократных карательных мер изгнания абхазов Абаза из исторической родины полностью были опустошены северо-западной и центральной Абхазии. Исчезли жившие там этнографические группы и территориальные общины садзов, цойцев, ридговцев, свиджевцев, суйцев, гунцев, цибельдинцев, дальцев и так далее, а также близкородственные абхазам Абаза, увыхи, населявшие территорию между реками
Абхазии Тапанта и Ашхарова. Депортированных в XIX веке более 300 тысяч абхазов Абаза по современному международному праву считаются беженцами. Неисчислимые бедствия и страдания постигли депортированное население, десятки тысяч людей стали жертвами холода, голода и эпидемии. Царизм изгнанных абхазов необоснованно обвинил в предательстве. Им было отказано в возвращении на родину. Тысячи абхазов, преодолев неимоверные трудности, добирались из Турции к берегам Абхазии, однако местная администрация их отправляла обратно. Абхазы же, оставшиеся в Абхазии, были признаны, объявлены виновными и временным населением страны. Их лишили прав селиться в центральной и прибрежной Абхазии. За малейшее антиправительственное выступление им грозила опасность поголовной ссылки. Правда, российские власти в 1907 году сняли с абхазов, оскорблявших национальное достоинство и ярлык виновного и статус временного населения. Однако ни царизм, ни меньшевистский режим Грузинской демократической республики, ни власти Советской Грузии, ни правительство СССР не решали проблему репатриации абхазов. Многочисленные индивидуальные и коллективные обращения представителей абхазской диаспоры в адрес правительств вышеназванных государств на предмет их возвращения на историческую родину, как правило, оставались без внимания. Власти, их покровители в Кремле в то же самое время осуществляли целенаправленные комплексные меры по массовому переселению в Абхазию грузин из Грузии и ассимиляцию оставшихся на своей исторической родине абхазов. На сегодняшний день ждут соответствующего решения правительства Республики Абхазия более 4000 заявителей абхазской диаспоры на предмет возвращения на историческую родину для сохранения родного языка, национальной культуры, традиций и в целом этнического самосознания. Давая историческую и политико-правовую оценку роковым для абхазского народа событиям, Народное собрание Республики Абхазия постановляет: первое. Признать массовое истребление и изгнание абхазов в XIX веке в Османскую империю геноцидом и тягчайшим преступлением против человечества. Пункт 2. Признать, согласно Конвенции Генассамблеи ООН от 1951 года, депортированных абхазов беженцами. Признать незыблемым право добровольного беспрепятственного возвращения потомков депортированных абхазов на их историческую родину. Обратиться в ООН, ОБСЕ, СНГ, другие международные региональные организации, к российскому государству, как правопреемнику Российской империи и Союза СССР, с просьбой об оказании необходимой политической, материальной и гуманитарной помощи процессу добровольной беспрепятственной репатриации и интеграции потомков депортированных абхазов. Поручить Комитету по законодательству и Комиссии по межпарламентским связям и связям с Отечественным Народного собрания разработать проекты законодательных актов о планомерной репатриации абхазов. Предложить президенту и Кабинету министров при определении реализации основных направлений внутренней и внешней политики учитывать государственную важность репатриации потомков абхазских беженцев, принять комплексную программу по репатриации и абсорбции зарубежных абхазов. Обратиться ко всем республиканским и местным органам госуправления, политическим партиям, общественным организациям, хозяйственным, коммерческим структурам, оказать необходимую политическую, морально-психологическую и материальную помощь процессу репатриации. Постановление опубликовать в прессе, передать по радио и телевидению. Спикер парламента Саакашвили Динджоля, 15 октября 1997 года. По-моему, все вопросы освещены, ответы на все даны, что делать Надо исполнять. заодно. Так что не надо посыпать голову Этот пеплом. вопрос можно будет? Пускай никто не посчитает провокационным, да? Будет, я задам вопрос и сам отвечу. Нынешний парламент такое постановление мог бы принять? О, Аллах. Я думаю, что Парламент, разделится. Они вообще знают, что было на ходу? И вот За шестой созыв вы вот здесь упомянули, я с вами согласен, тоже провокационно ответил, что демография и репатриация это немножко разные вещи. И когда мы здесь с помощью сотрудников комитета разработали поправки к закону о репатриатах, столкнулись с очень интересным сопротивлением, мягко говоря. И поэтому
чтобы с помощью этой юридической нормы помогать абхазским семьям, в первую очередь, они действительно были Да. в этом. И тогда сказать, пришлось вот такое персонал, и, конечно, даже тогда, в шестом созыве, министр, не буду сейчас сегодня должность чего называть, предложил сократить процент налоговых отчислений в пользу комитета по репатриации. Ну, спокойно также говорит об этом, абхазец сидит, мало моих лет, между прочим. Если был бы младше, можно было бы списать, что он этого не знал, не видел, что происходило там перед, во время и после войны. Ну, ответил бы на вопрос. Если решаю планомерно, судя по всему, идет курс на вообще распуск этой структуры. Вот это решение непонятное по изменению статуса министерства, изменению его до комитета, это вообще непонятно о чем. Обратились, поэтапно обращались к предыдущим властям, нынешним властям, за них написали, что им нужно говорить, стратегии, то есть написали относительно нашего соотношения с братьями Северного Кавказа. Грузины, слушайте, ну, если мы не в состоянии какую-то международную политику выстроить, хотя бы с военных соображений, наш противник засунул свой нос к нашим братьям во двор и там хозяйничает, фактически какую-то вербовку проводит молодых умов. Мы сидим здесь, ну, сегодня вот апартаментами заняты, вчера нефтью заняты, а карами ждать дойдем. Стратегию взяли, почти повторили грузинскую, там особо вариаций нету. Отправили руководству, все как положено, оформили, уже который месяц, 4-й месяц молчат. Ну, под какую-то оценку оскорблять даже это по-абхазски, что ты задал вопрос, тебе не отвечает, даже вот этому надо учить, здесь уже, как Руслан сказал, наша главная беда, конечно, это невежество, даже в мелочах. И все наши, теперь еще Богу, где его верят, все, что между нашими народами, которые вы упомянули, и внутри здесь все наше зло, непонимание, ругань от невежества и незнания. Просто глупо падение уровня образования, незнание вот этих документов, незнание, почему они вообще были. Поэтому о практических шагах, если говорить, сейчас на днях мы, видимо, выступим, и прямо сумму назовем, которая нам не то что нужна, которая не хватает нам собрать, чтобы запустить или проекты, или как с помощью интернета и так далее. Раз они не делают, те не делают, эти не делают, кто-то должен сделать, не хватает там каких-то технических, то есть не хочу ошибиться в названиях, каких-то компонентов. И будет это вещаться на весь Северный Кавказ при желании и на всю Абхазию. И на Турцию. Короче, на весь мир с помощью интернета. Хоть какой-то шаг будет раму, политикам, людям искусства и так далее, позволит из всей этой государственной надстройки чиновничьей, ничего не дающей, как выяснилось нам, самим решить вопросы нашего общения. Можно вопрос маленький? Да, вот и Да, я тут готов. Очень хорошо вот именно момент без них. Это дело народное, поэтому вот без них. И есть ли такой вариант, чтобы вот мы заметили правительство, оппозиция, там, ну, власть, скажем так, оппозиция, вот эти все раскачки нашего общества происходят, мы как-то не можем баланс поймать. Вот, ну, как вообще с репатриацией решать, это, ну, уходит на другие планы, эта проблема, почему-то. Мне странно вот такой вопрос. Оппозиция поднимала такой вопрос конкретно когда-нибудь? Не сегодняшний, не обязательно сегодняшний. Поднимала Во время именно репатриации. Когда Мы поднимали, как не поднимали. Поднимать всегда немножко поднимали. превратился, по-моему, в предмет даже спекуляции иногда. Как вы к этому относитесь? Как абхазец может спросить у абхазца, как ты к этому относишься, и что он должен ожидать в ответ? Конечно, способствовать должен. На я словах. просто думаю, что репатриация для оппозиции это очень хороший конек. Ну, в смысле, все забыто. Все забыто. Как мы сказали, вот из министерства обратно вывели в ведомство. Вместо того, чтобы набирать обороты, наоборот, заставляют. Володя, я тебя извини, перебью. Зарецков, извини. Он
Царство Небесное шел, один из очень высоких. Да. Когда, говорит, в Цибиле, на фракции жили, удивлялся, президент не один. Хаос. Было. Он тебе и невежество, президент. Война закончилась, горячая, наверное, идет холодная. Нужна земля, поэтому репатриация, на которую мы придумали комитет, и все свалили туда, как репатриация это просто инструмент, который закладывает программу и решение вообще, кто должен принять. Все, наверное, догадываются, кто стоит во главе государства, как минимум. В то же время он не решает один под влиянием, может быть, внешних сил. Он просто аккумулирует мнение всего народа. Вообще нанятый менеджер, если на то пошло, статьястый, какая дуб, сейчас мы ему сказали, что у нас как-то сверху импульс потерялся, поэтому читал документ 97-го года. Сегодня в программах, озвучиваемых политиками, неважно каких в Москве, это все так подходит. Ну да, надо бороться за экологию, за репатриацию, и что-то там еще такое, что-то дежурные фразы. Думаю, никому нового ничего здесь не рассказал, все своими ушами и глазами это все видели и слышали. Поэтому, видимо, по принципу хоть что-то делать, как ты говорил, маленькими шагами, я думаю, вытащить можно все это. Когда из 10 человек 9 пойдут, наверное, апартаменты строят, всегда это так было, на войну кавказскую или любую другую. Один останется, какой-нибудь, его все дружно назовут сумасшедшим, но который пойдет первый за родину, нашу войну тоже самое было. Первый пойдет на митинг, первый пойдет драться за какие-то документы, книги и так далее, письма подписывать там и так далее. Молитесь все, чтобы этот один образный процент всегда оставался из этих 10%. По-другому не получается. Для оппозиции 8% больше не надо. неплохим этим, скажем так. Хотя бы какой-то, Можно мне вопрос? соревнование будет. Чем так названная ваша площадка будет отличаться от площадки? Кто говорит, можно видеть Ливан. его? А, вы? Пожалуйста. Значит, которая поднимает все вопросы и репатриации, и она на площадке YouTube, ее могут смотреть и в Турции. И мы сделали перевод на синхронный, там, значит, впервые, что можно переводить. Там есть такая функция в YouTube, что нажимаешь, и на субтитры появляются и так далее. Чем это будет отличаться? Ничем я тебе скажу, потому что это все будет вместе, поэтому не будет ничего. Пришло это Просто уже это есть, ты говоришь, надо такое создать. Я ничего не понимаю. Что я тебе скажу, с чего мы начали? Это 2-3 года назад в комитете репатриации было на тот момент, ты будешь поправлять, если я ошибаюсь, цифра, до 180 до 200 миллионов скопилось денег. Там, когда процессы остановились, затратники саккумулировала сумма. Мы посчитали, то, о чем мы говорили, поле тогда, кстати, Хабар в зачаточном состоянии был, или его еще не было даже. Спутниковое телевидение, технологии развиваются, это все уже не нужно в виде интернета. Свободно можно было заложить 5-10 миллионов, по-моему, рублей в бюджет телевидения при комитете репатриации. То есть государственную структуру написали, все, бюджет принят был без этого. Следующий бюджет без этого. Зачем эти проекты писали, зачем мы это обсуждали, не понимаю. Тогда позвал своих друзей. Что с этим делать? Давай, говорю, придумайте что-нибудь, чтобы это давало денег, чтобы не просить, не клянчить, и потом пусть это работает само на себя, как вещи двигатель такой своеобразный. Поэтому сейчас сегодня делать или должен делать общественный товар, конечно. Поэтому все это... Это здорово. Здорово, что это делается на самом деле. Хайзер also дал важный гектар. Важно посуды, важно дичкада, обсинацию бедах через айота хантевер, Иванка. Скылан сылсы, притнаси, а рисунки. Распался. Наедем позив. Скылан их держимыз. Как Аслан Ясфар Стахуп, и там, где был вышел, нас все. Спасибо за доклад сегодня, очень интересный доклад, Аслан Мазей.
эссе прочел на платформе Дима. И я думаю, что очень было интересно, много очень важных вещей сказано. Спасибо, Гурам Джотович, Руслан, за ваши выступления. На самом деле, вот, чаще надо, наверное, нам об этом говорить. И не только в таких памятных днях, когда это мы должны вспоминать по разным, значит, не только датам, но и системно тоже. Вот. И на один момент я хотел обратить внимание, к которому я как бы потом сделаю мост в современность. Я думаю, что одна из причин, наверное, нашего поражения в Кавказской войне и махаджирства все-таки была технологическая отсталость наша по сравнению с Российской империей, которая модернизировалась к этому времени уже по европейскому образцу. Была создана армия, флот уже модернизирован, мы противостояли фактически европейской державе. И это, ну, я не буду говорить о разных причинах, причин много, почему мы к этому 19 веку практически отстали в своем развитии, но одна из причин, наверное, была письменность, отсутствие письменности, отсутствие образования, отсутствие вот этих основных вещей, которые позволили бы модернизироваться на народу. И советская модернизация, которая фактически прошла и в 60-м, 70-м годам 20 века, мы, я думаю, создали одну из самых такую, для того периода, значит, исторических школ, у нас была литература развита, театр, и мы, ансамбли наши, все это соответствовало вообще, я думаю, такому мировому вызову, мы были на самом высоком уровне. И сегодня, делая мост в сегодняшние проблемы, я думаю, все наши проблемы от того, что мы технически и технологически, я имею в виду во всех областях, не только экономики, но и культуры и так далее, а самое главное, в образовании отстаем. Если взять самые успешные страны, которые занимаются репатриацией, это Израиль, основные силы ими брошены на технологическое развитие. Это университеты, это здравоохранение, это, соответственно, и через эти институты развиваются и Министерство обороны, армия и так далее. Я думаю, вот, переходя к тому, что говорил Володя, без создания современной системы образования, да, и развитой медицины у нас развития и репатриации не будет. Все мыслят о том, какое будущее создать своим детям. Дети должны получать самое лучшее, самое передовое образование. И поэтому я считаю, что вот все силы наши должны быть брошены именно туда. И потенциал для этого у нас есть. У нас есть ученые, у нас есть образованные люди. И надо, я думаю, у нас возможность есть в Абхазии создать эти образовательные центры не только для Абхазии, но и для всего Кавказа. Мы должны в этом быть передовыми. Без создания, то есть и Руслан говорил, и Алхаз Джал продолжал от нашей безграмотности, от нашего незнания всего на наши происходят проблемы. Но без, я имею в виду, начиная с начальной школы, заканчивая колледжами, университетом, если не модернизировать наше образование, в котором должно быть преподавание на самом высоком уровне и языка, и истории, и культуры. Вот сегодня, да, и, по-моему, Вячеслав на лекции говорил, что вот он, разговаривая со студентами Абхазского университета, говорил им об истории
наше образование, оно находится в очень так, критическом состоянии, и систему образования надо менять. И для этого должен быть национальный проект, в котором участвуют все наши возможности, все силы должны бросить для того, чтобы создать образовательные центры. Я думаю, через образование, я помню, что первыми репатриантами, все помнят, да, с Турции у нас были те, которые поступили в Абхазский университет, ребята, там Ухтая, там Соннердер, и все они остались, и все они первым долгом стали успешными гражданами нашей страны. И эту традицию надо продолжить. Сегодня, насколько знаю, всего лишь 2 человека, по-моему, 3 учатся репатрианта в Абхазском университете. Хотя я должен сказать, что их должно быть, наверное, было быть 1000, да, как минимум. И в колледжах, и во всех этих вузах. И это единственный путь репатриации через этот путь, через того, что мы привлечем молодежь, знающую молодежь, которая сможет обеспечить и экономику, и экономические места, и налоги в государство. Это все будет взаимосвязано. Я считаю, что первым долгом надо развивать образование. И университет, и все остальные подразделения, которые могут быть, они сыграют ключевую роль в репатриации. Вот такая у меня точка зрения. Спасибо за внимание. Хайза резолюция да прибачкой, анализен зиги бана гарапалезен олшагатой, резолюция прирезен активисту Мидарису. Добро пожаловать в наш музей. Я рад вас всех приветствовать у нас. Мне доверили прочитать резолюцию. Возвращение на историческую родину потомков абхазских и беженцев XIX века остается важнейшей задачей, поскольку имеет судьбоносное значение для сбережения наших народов, по сути дела, как единого целого. И, конечно же, этот вопрос укрепления безопасности и развития независимого абхазского государства. Потому вызывает глубокую озабоченность то, что до сих пор не принята четкая концепция и достойная государственная программа Республики Абхазия по репатриации. К сожалению. В силу чего это становится одной из главных проблем, препятствующей для репатриации и интеграции на историческую родину наших соотечественников. В целях решения этих вопросов были выработаны следующие рекомендации. Все государственные органы Республики Абхазия обязаны неукоснительно выполнять законы Республики Абхазия и обязательства по международному праву в вопросах репатриации с соблюдением прав и свобод наших соотечественников. В целях исследования социального, экономического, этнокультурного и духовного состояния Абхазии и диаспоры, выработки стратегии дорожной карты репатриации, учредить Абхазский научно-исследовательский институт диаспоры при Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации и демографии. Также во исполнении статьи 12 договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года создать специализированный таможенный орган Республики Абхазия в Российской Федерации. Далее, заключить соглашение между соответствующими государственными органами Республики Абхазия и Российской Федерации об открытии морского сообщения Сухум-Сочи-Трабзон, Трабзон-Сочи-Сухум. Заключить соглашение между соответствующими государственными органами Республики Абхазия и Российской Федерации о признании легитимности абхазских транзитных
транзитом через Российскую Федерацию. Также предложить Народному собранию парламента Республики Абхазия принять закон о резервировании в каждом районе Республики Абхазия земельных участков для наших репатриантов. Предложить Народному собранию парламенту Республики Абхазия предусмотреть квоты для репатриантов, в том числе в государственные институты, в частности в парламент и Народное собрание Республики Абхазия. Ввести в вузах Республики Абхазия курс по истории депортации абхазов и адыгов и значения репатриации. Также средствам массовой информации в Республике Абхазия уделять больше времени и внимания аналитическим материалам и программам по разъяснению смысла и значимости репатриации для будущих судеб абхазского и адыгского народа, а также для существования фактически абхазского государства. И что самое главное, предложить Народному собранию парламента Республики Абхазия не принимать закона об апартаментах, как носящую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Резолюция от 21 мая 2023 года, Республика Абхазия, город Сочи. יחתכו פגעי בחזר ויועד הג'ינון חלץ עברה מוזיאי אקספונט כבר שברי ילנחנה וחמלץ ובארגונת יערלסנה החפפה ישתואר שפרינס ויחתכו בוסו דבוקה אייצ'קה עברה יחבי חייזר יאללכו יחבצ'ת חשן גולן אז חוצה בוסו דבוק יאללך צשה жлавейзер парламента ашпа амбехцер яшо резолюция шпаха штойтаха ويناشتخ نحن يحن خزر أخذ. يوباس يحتخوب واحد حني غنزة جلائز البرلمان ديبوتات شا يحباب خد نقول ناخ رحتوي معرجي حورم بسقو أبرخن بخزر أبرايش بو أتوقف زيت أحلى بتحرباب بيسحر خدس بحقه إما عايز شغل شغل حدود ويقولون أنا خوص وجوب أي بكشنا جلائز البرلمان بخزر بوي يغلى سيغلى سنجاب يخزر حق شوي أبراي يحبى زجل لقالة أوسه وقدر إذا كنت بجزارة فنزي نادنا أوسه أحرورز ويقولون بكرة أبصر تخفض وبروسه تخفض وبروسه تخفض وبروسه تخفض شبعي محصاشو بس يتشاي شجرة بيبشر بي يسنشبجي محصلات بمالوي دخل يحدا حكومة زي بزارة بجل غلطي عامل يبزل حركي وبيحا خاص كل ربنا خزوت هو حسبي وبيوصل شوي خطي محصاشو ناجي يستزنقوك بيو بسنير ناجي تعمل אני זלזבול אורש получали хаэлю. Вот что хочу сказать. Все выступающим я тот невежда, о котором вы говорили. Если вы ждете, когда я по умнею репатрацию мы откроем, то я думаю, это никогда не будет. Понимаете, я понимаю, очень правильный вопрос. Образование – это один из важнейших в любом обществе и в абхазском государстве тоже. Я понимаю, общество должно быть, все люди должны быть умными и понимать все политические. Но этого нигде нет. В самых развитых странах, в Норвегии, в Сингапуре, в Швейцарии, этого нет, там тоже не вижу. Юра, ошибаешься. Не. Это общество умнее, чем наше. Согласен. Общество. От общества много зависит. Не говори. Но есть совершенно другое. У нас сейчас острый вопрос. Мы теряем свой родной язык. Если мы будем ждать, когда наш народ переучится и станет высокообразованным, к тому времени абхазского языка не будет. Во-первых, потому что мы его в принципе и не пропагандируем. Мы не занимаемся этим. И тогда получится, это примерно надо лет 20. Через 20 лет прощаем абхазский язык. Тогда зачем нам это государство? Поэтому одно дело все эти проблемы, которые вы говорили, все умно, я не против. Надо решать, но надо нам иметь политическое руководство, которое имеет волю и предварит. Наша беда в том, что с 2004 года антинародное правительство мы содержим.
боремся друг против друга, а приводим опять антинародное правительство. То есть не решает самые главные вопросы Абхазии. Это политическое решение. От того, что какой-то крестьянин там не очень умный, или я здесь глупый человек, от этого этим решением не меняем. Понимаете, решение, вы мне хотите сказать, что наш президент дурак? Или премьер-министр необразованный? Нет, господа, они очень так умнее нас всех. Но у них другая задача стоит. Это первое. Второе. Свою пользу. Подожди, нет, второе. Мы находимся в определенных политических условиях. Мы зависимы от решений многих других. Еще третье. У нас ни один закон не позволяет чтобы не гражданам Абхазии приобретать жилье и тому подобное жизнь. У нас этот процесс идет полным ходом. Незаконный процесс идет. А законный процесс привести наших братьев из других стран не буксует. Кто в этом виноват? Прежде всего наше руководство. Пока мы не поставим перед нашими серьезные вопросы, или вы это решаете, или вы нам не нужны. Но вот здесь я с вами согласен. Наше общество спит. И вот здесь невежество наше. Но мы должны потребовать и не тянуть. Если мы сейчас начнем систему образования исправлять, потом в школах хороших учителей найдет, все это дойдет до университетов, это самое мало 20-30 лет. Мы через 5 лет более образованных народов не получим. Более того, если вообще-то так, теоретически посмотреть, мы самый образованный народ в мире. Столько дипломов по процентном отношении ни одном государстве народ не имеет. Другое дело, что это образование не всегда высокое. Но, понимаете ли, давайте не надо подменять те вопросы, которые надо сегодня решать. И эти вопросы, я не против. Вопрос, кто министр образования? Нет, ты перевел нам объект образования. Министр образования не решает репатриацию. Репатриация в руках нескольких людей, которые, кстати, образованные. Политическое решение, волю не надо подменять на образование. Можно быть очень образованным человеком и не иметь волю. Нам, знаете, иногда войны выигрывают не самые умные люди, а сами смелые люди. Вы же это знаете. И нет смелости, нет сердца, все пропало. А что толку, что умный? Поэтому я прошу, давайте, я за образование. Это, кстати, это лозунг давно Гваравин произнес у нас в стране. На него вот так смотрят, что Хайбер, я в этом уверен. Это просто, самое это для нашего президента. Молодец. Хотя ты не поддерживаешь. Вот и весь вопрос. Может, хорошо, но этот вопрос, я очень поддерживаю то, что вот это постановление. Отлично, молодцы. Но я уверен, что ни черта не будет. Если мы положим и уйдем, а если вокруг этого народ стоит, вот тогда будет. Вы поймите, мы нерешительные стали. Я не понимаю. Против грузин. Слушайте, грузин здесь столько было. Люди стояли, мы потеряли абсолютно. Все смотрим, это же не дело, это же нехорошо. Нехорошо, ну что? Продадут нашу землю, продадут и парламент. Я не надеюсь, мне правда говорят, не примут. Там большие деньги, господа. Примут. Очень большие деньги. Это как Если мы будем споденить. очень большие деньги. А где деньги в наше время? Нас всех можно купить. Можно очень патриотично. потому и купили. Честнее. Всех можно купить. Потому и купили, Юра. Юра не оскорбил. Правильно, что? Все, тебя нельзя купить.
Меня нужно купить. Старших Это я купили, а знаю. молодежь купили. Вот так я считаю. Как ты сказал, воруй, да? Слушайте, меня посадите, я тоже начну. Общество не должно, закон не надо выполнять. У нас законы вообще не работают. В нашем государстве закон не издавать, это просто шло по голове. Видите, больше ничего. Наши законы не работают. А вот то, что они хотят, не закон, все работает. Все правильно. Вы слушайте, у нас уже в Абхазии проживает примерно 50 тысяч человек незаконно. И это все сделали наши руководители. Кстати, и те, кого Юра, ну обозначь проблему, пожалуйста. Вот ты говоришь, а обозначить никак не можешь. В чем проблема? В чем проблема? Почему ты не говоришь сейчас? Значит, купили всех нас, выходит, потому мы молчим. Так значит, даже молодежь купили. Мы-то всегда боремся. Нет, давай мы скажем, старшее поколение всегда борется. Купили. Вот и все. Пускай дадут мне мешок денег, я их Ну, если вешается, бестро. А рано что? Мы думаем, что у нас есть наше государство и наше правительство. Оно не наше. Вы поймите, не наше. Мы с 2004 года имеем антинародное правительство. Вы не смогли его сделать. А мы надеемся, вот лучшее положение Северного Кавказа. Они знают, что они живут не у совсем своего государства. Понимаете? А мы думаем, что мы победили. Завоевали, мы стали свободными, а теперь же мы все нужны. А мы не живем. Мы жили, 10 лет жили. Где-то там еще что-то. Вот сколько лет мы жили, в независимости, причем голодными, нас закрыли, но мы были независимыми. А когда пошли деньги, все Дело в том, что всех купили. Вот. Ты говоришь, там кто-нибудь тебя поддерживает, 3 коллеги поддерживают. Так что? А вы успеваете. А ты раз мама уехала. Юра, все правильно, все. А многих купили, 99%. Там за покатку и повышена, и юбцана, халисовые, гигантские, ты Надо быть принципиальным молодым людям. убрав aus Хзичка, а вас гупюра, Хзита и Тулоза, а вы и то Хашифера, Паршавшгирала, убрёба убыспа на галцах здоровата. Дороги хакум шазышевы хацара. И я считаю, ну потом, подживает, баллотов, если шнагум заги, если чипжам заги, я цену потом. Я халшу хацала, убрёл, зара, что было. И то Паршавшгирала, набра музей, набра иш байла за рахтил, убрям, здесь фалистов, я хардой бах Усмер Катхуру, а сад Жиберзер, хотела шахтача, богат честь сплаштача, убрали мне писано не об хаважла рейсера, невесть на бабаш ахамехадзует, важно ичкара позики хаву. Что казалось? Тахуп шхала, тахуп аж почтахца, галашный тахда, убрать мехадзует тахуп. Вожезен братзик. نشوفهم حابسين تحت بعدين السنة كلها يستخدموا شوية بعد كده بس تاخد في الشغل مش زين حابسين تحت